вы помните о тех временах и воскресили память, когда аланы дошли до западного края Европы. До Африки. И даже до владений так называемых вандалов, которые, так сказать, прибежали и сели они туда. Вместе шли. Они а потом, вместе. вот как раз это очень важно, потому что про вандалов несчастных, потому что мы так их называем. Немцы о них говорят, а об аланах забывают. А об аланах не желают помнить, не потому хотят, что вот не желают. Вот Иван Ростова не помнящий. Не могли бы вы все-таки рассказать, и я сейчас, вот, чтобы нашим тоже было бы зрителям интересно, скажу, что есть целые ряды кладки во французских соборах, которые были, простите, сделаны в ту самую эпоху, когда аланы правили французским королевством и его честью. Вот расскажите нам об этом, Тимин Давыдовна. Ну, сначала я прямо скажу первое, чтобы как бы вот успокоить всех россиян, что мы два народа в России индоевропейских. Это русские и осетины, вот аланы. Мы двоюродные. С Россией, с русским народом мы как бы двоюродные братья. До того как, значит, распада СССР, к нам в семью входили памирцы, таджики, вот, ну там дальше иранцы, Индия и прочее, прочее. Но вот пока после распада СССР остались вот мы, два индоевропейских народа. Ну, что касается, вот у нас, кстати, я вот со своим соавтором, который делал «Короля Артура», потом фильм о последней экспедиции Тура Хейердала в погоне за Одином, который тоже искал аланские корни, но до Осетии не доехал. Осталось только на территории Азова уже как бы, а потом уже он, к сожалению, да, скончался. Хотя ему говорили, вам надо двигаться дальше. Вы найдете тех, кого вы ищете в Алании. Потому что он хотел ответить на вопрос, почему каким образом аланские вожди, такие как Один, стали скандинавскими богами. Вот он искал ответ на этот вопрос, и со своим соавтором Лилистрёме, шведом, ученым, вот он написал эту книгу «В погоне за Один». Вот автор этого фильма «Северные Аланы» Пищулин Лёша, и к 100-тысячелетию христианства мы сделали тоже фильм, который систематизировал как бы исторический вот процесс возникновения христианства в Осетии и вот об аланских святых в Европе. Вот Лёша Пищулин. Вот мы хотим с ним сделать, почему я так далеко зашла, чтобы сразу стало понятно. Мы хотим подать на следующий год на спецпроект заявку, который бы назывался «Треножник истории». Потому что происходит? Значит, говорят о греках, говорят там о кельтах, о индоевропейцах, уши которых везде в истории, куда ты ни ткнись, возьми, везде торчат вот эти уши, наши уши, аланские уши, которые оказали влияние и на европейскую цивилизацию, которые прошли. Вы прекрасно знаете, у меня же какие фильмы? И Китай, и Монголия, и Венгрия, где живут 250 сейчас тысяч, отдельно в Яшаге, аланы, которые ушли туда в 13 веке. Значит, и север Африки, и Франция, и Англия, и все. И об этом молчок, понимаете, об этом никто ничего не говорит, как будто, а куда ты не, как бы вот, не начни вот раскапывать вот этот клястер, вот как говорят сейчас, кластер, как везде вот эти наши, так сказать, аланские корни, это все, без этого не обойдешь, ты их не обойдешь. Значит, какое было аланы, в общем, почему Китай и прочее, прочее? Потому что они селились, вот это огромный был скифо-сармато-аланский мир, который был от Тувы до Днестра, до Украины. Во II веке они уже попали в Крым. Я сейчас сделала, кстати, одну из последних картин, самая последняя, «Аланы в Крыму». Там же они приняли христианство. Уже вышла картина, да? Да, вышла она уже. Очень все, хорошо. Да. И Китай уже тоже закончен. Вот. И мне, вот, честно говоря, вы задали такой вопрос, вот, на который сразу, наверное, я вот тоже по древу растекаюсь, потому что ничего страшного, это очень интересно. Сложно вот все это
так сказать, вот я только перечислила 9 названий фильмов, и каждый фильм о каком-то определенном направлении голландской истории. Поэтому мне сложно, мы сосредоточимся только на Западе, да, на Франции, знаете, желательно, на Англии, чтобы в те оставшиеся минуты, которые у нас есть, да? И мало того, сразу такой вопрос задам. Многие, и наши дети, которые, к сожалению, не отлипают от телевизоров и во многом смотрят западные всякие эпические сказания и мультики, знают, что такое король Артур и эпос короля Артура. Так вот, мне бы очень хотелось услышать от вас ответ на вопрос, правда ли, что все то, что касаемо короля Артура, связано, оказывается, с Аланией и с тем, что привнесли аланы на ту территорию? Да, значит, аланы принесли на Запад рыцарский кодекс, чтобы никто не удивлялся и не смущался. До этого кельты без штанов, как говорится, в юбках бегали, ели на пнях и на корточках сидели. Аланы привезли в IV, в III, сарматы во II веке, значит, коней новых. До этого были маленькие, 130 сантиметров холки. Эти привели типа ахалтекинцев, высоких коней. Вооружение, вот то вооружение, которое классическое, вооружение хрестоматийное, рыцарский всадник, это вооружение и облик аланского катафрактария. Вот это вооружение принесли аланы. Воинское искусство. Почему один из народов, который римляне привлекли к себе на службу, и именно были аланы, они отдали аланам, римляне в свое время, в III-IV веке, весь юг, они ими управляли. До сих пор сохранились 300 топонимов, это только сохранившиеся. А не сохранившихся сколько было? На территории, в IV веке на территории было Франции 2 королевства в районе Тулузы и в Орлеане. Вот Гуар, царь Гуар там правил 40 лет, который является как бы вот по многим исследованиям ученых, ну, считают его прототипом вот короля Артура. Замечательно. Да, про короля Артура. Привели украшения. Короче, вот 3-4 век была мода на аланское, на все. Дело в том, что вот смотрите, даже, ну, не все вошло у меня в фильмы. Когда мы были в Орлеане, там существует такой праздник, на несколько дней весь город переселяется в предместье. Там разбивают средневековые шатры, они едят ту пищу, они готовят так же, как вот готовили в 3-4 веке, в Средневековье, попозже, ну, это темные века, да, а там попозже уже. Они, значит, изготавливают всякие предметы теми же вот инструментами, ну, то есть все. Традиционное ремесло. Город пустой. Но весь он увешан аланскими флагами, желто-красно-белыми. Я их спрашиваю, откуда это? Мы, говорит, не знаем, они такие древние, но мы, говорит, не знаем, откуда они. Ну, представляете, в IV веке там было царство, Аланское царство, которым управлял, и с тех пор вот эти флаги вешаются ежегодно, там, и они даже, они даже ваши имена взяли, простите, потому что тот же самый Алан, это Алан, просто по-французски произнесенный. Это признак древнего рода. А Литлтон, это американский автор, у которого замечательный есть труд «От Скифии до Камелота», и который приводит у себя в книге геологические древа английских, ранние династий английских, французских династий. Он прямо и говорит, что они произошли от Алан. И вот Мэрилинги, Каролинги, вот все, это аланского они происхождения, потому что это была знать. И вот когда неудивительно, что прошла информация, что, мол, у Наполеона, но говорят, что еще не это похоронен, еще не Наполеон, там кто-то другой похоронен. Так что не знаю, насколько верны вот эти, так сказать, вот генетические исследования, но во всяком случае, когда нашли у Наполеона аланские, астинские, так сказать, гены, я не удивилась, потому что весь юг Франции был отдан аланам. Север в Африке, 200 лет там Алано-Вандальское царство, Корсика находится посередине. И потом, откуда у Корсики, у этих несчастных крестьян, забитых
Откуда у них кровная месть? И вот такая воинственность, то большой-большой вопрос надо поставить. Есть... Сарматы во II веке охраняли, значит, Андриана Вал, который был граница между Шотландией и Англией. Значит, они охраняли, мы там были, там вот эти городки снимали, сарматские казармы снимали. Ну, можете представить, с каким трепетом мы там ходили, я целовала камни, естественно, потому что прошло 18 веков. 18 веков там не ступала нога Алан. Вот мы были первые. Конечно, это фантастика. Очень много интересного материала. Знаете, причем так, вот такая ситуация, что археологи, они могут, например, годами копать одну могилу, заниматься какой-то определенной узкой темой. Я же езжу от Тувы, Алтая до Франции, до Англии. И у меня есть возможность сравнивать какие-то находки, какую-то информацию, которую вот я вижу, например, просто приведу вам пример. Бургундия, Сальмес. Это городок, основанный, «Валана. Дорога на запад», в фильме замечательно показан. Ворота такие древние, прибиты заячья лапка и козья ножка. Это Бургундия, 21 век. Так. Вот, казалось бы, мы это снимаем. Франция. Шельмицы – это венгерский археолог в Язберине, который копал аланские могилы XIV века. То же самое в музее Язберине, эти лапки, эти ножки, которые объясняют, что аланы были очень суеверные.